Это новости спорта на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. 3 декабря в городе Ханты-Мансийск стартовал Кубок России по Северному многоборью. В столицу Югры приехали более сотни спортсменов из 12 регионов России. Республики Саха-Якутия и Коми, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В течение 5 соревновательных дней сильнейшие атлеты страны выявляли сильнейших в национальных видах спорта в таких категориях, как тройном национальном прыжке, беге с палкой, метание спортивного топора, метание аркана на хоре и прыжках через нарты. По результатам соревнований призовые места есть и на счету у якутян. Метание аркана на хоре среди мужчин первое место занимает Алексей Сазонов. Также он занимает второе место в дисциплине прыжки через нарты. Валерия Тупырина среди женщин занимает первое место в дисциплине метания аркана на хоре, тем самым установив рекорд России. Продолжаем тему национальных игр. В эти дни в Якутске проходит республиканский фестиваль по древним тюркским играм под названием «9 игр тюрков». На мероприятии в здании комплекса «Мадун» в эти минуты находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, что ожидает участников фестиваля и какую программу подготовили организаторы для гостей мероприятия. Добрый день, Полина. Хочется отметить, что фестиваль стартовал еще минувшим днем. На торжественной церемонии открытия присутствовали более 200 участников. Это учащиеся городских школ и центральных районов республики, а также приглашенные гости из национальных республик страны, в том числе и стран СНГ. Это представители делегации Республики Алтай, Казахстана, Кыргызстана и других республик. Хочется отметить, что сегодня на площадке Мадуна стартовала первая состязательная программа фестиваля. Здесь сегодня проводятся соревнования по настольным национальным играм народа Саха. В нем принимают как и приглашенные гости, так и участники фестиваля в целом. Здесь сегодня соревнуются ребята по хабылых-хамыске, по перетягиванию каната, палки, по тутумерги и другие. И как отмечают организаторы, завтра день будет не менее насыщенным и более напряженным. Почему? Потому что завтра будут соревноваться по интеллектуальным играм. Свои игры будут представлять в том числе и приглашенные делегации. И вот что нам сообщил руководитель делегации из Казахстана. Будем проводить здесь казахскую национальную игру Асыгату и Бестас. И все играют нашими сейчас. Мы международный турнир проводим каждый год в Казахстане. Приезжает с Республики Саха, Киргизии и Монголии. Вот это представляем командные игры Асыгату здесь. Итоги сегодняшнего дня подведутся уже к концу сегодняшнего вечера. Хочется отметить, что данный фестиваль был организован в рамках года консолидации, который был объявлен в начале года главой региона Айсеном Николаевым. Полина, у меня все на этом. Большое спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, с нами на связи был Дмитрий Тымыров, который рассказал, как проходит чемпионат по древним тюркским играм. Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре. В соревнованиях примут участие 6 победителей клубных турниров каждой из конфедераций, а также чемпионы страны, принимающих клубный чемпионат мира. В матче открытия клубного чемпионата мира, который состоится 11 декабря, сыграют в четвертьфинале саудовский Аль-Хиляль и тунисский Эсперанс. Самые статусные участники турнира Фламенго и Ливерпуль начнут свой путь на турнире в стадии 1/2 финала. Их матчи запланированы на 17 и 18 декабря. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами переиграла грузинку Нану Дзагнидзе в партии 7-го тура 2-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации. После 7 туров лидирует Горячкина и Коныру, набрав по 5 очков. Третий идет Драновали, 4,5 очка, в активе Лагно, Анны Музычук и Крамплик по 4 балла. В 8-м туре состоится партия Горячкина-Гунина. Этап Гран-при в Монако завершится 15 декабря.
Россиянин Михаил Алаян стал обладателем золотого титула Всемирной боксерской ассоциации, одержав победу в поединке против панамца Ронала Батисты в Кемерове. Россиянин победил в весовой категории до 52 килограмм единогласным решением судей. Бой проходил из 12 раундов. Всего на счету 31-летнего боксера 5 побед и 1 поражение. На счету 22-летнего Батисты 14 боев, 12 побед и 2 поражения. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Черногории во втором матче основного группового раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 35-28. Российская команда этим результатом гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы «Д», победив во всех матчах предварительного группового этапа. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Моногарова, забив 12 мячей. Она же признана лучшим игроком встречи. Немного отстала от нее Ярослава Фролова, забросив 10 мячей. Еще по 4 гола на счету Анны Вяхеревой и Владилены Бобровниковой. Чемпионат мира завершится 15 декабря. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей спорта на Якутия 24.